В эфире телеканала Рика ТВ, программа «Город сегодня». Здравствуйте. В минувшие выходные в Аксюбе прошел конкурс среди самых красивых, эрудированных, талантливых девушек, которые представляют филиалы татаро-башкирских национальных центров. Этот конкурс объявила Ассамблея народа Казахстана, и местом проведения выбрали именно наш город. Всего участниц было 5. Они приехали из Уральска, Кызылорды, Кустаная и Астаны. С организацией и проведением первого республиканского конкурса «Татар-КЗ» Ассамблеи народа помог Рамиль Аймеддинов. Сегодня он в нашей студии. Рамиль, приветствую тебя. Здравствуйте. Как тебе? Какие впечатления? Ой, самые приятные только впечатления, когда я только вступил на землю Казахстана, я впервые в Казахстане, я сразу уже почувствовал вот это вот тепло гостеприимства. Мне очень понравилось. И Аксюбе очень достойный город, очень чисто, красиво, и народ, самое главное, хороший. А вот скажи, как восприняли идею подобного конкурса? Это давно должно было уже произойти, потому что мы все равно как братский народ, и это когда-то должно было произойти, поэтому с полным адекватом и уже ждал, что когда-то я должен был приехать сюда. В чем была ваша роль? Честно говоря, сперва мне, когда позвонили, сказали, что Рамиль, в Казахстане нужен певец, который будет петь на татарском языке. Я говорю, все, без проблем, хорошо. А потом, уже перед отлетом, сказали, что нужно будет провести и даже некоторые организационные вопросы сделать. Конечно, я и в той, и в другой области, у меня есть опыт некоторый, но это немножко меня смятение такое вело, потому что времени совершенно не было. Уже на днях должна состояться премьера этого конкурса. Но слава богу, что все прошло хорошо, с успехом. И это же историческое событие. В Республике Казахстан впервые проводился этот конкурс «Татар-КЗ». Поэтому я очень рад, что меня пригласили. А вот у вас в Казани подобные конкурсы часто проводятся? Именно «Татар-КЗ»? Да. Конечно. Ежегодно. «Татар-КЗ», «Татар-жигете», татарский как мужчина, татарский девушка. Конечно. А вот сам ты когда-нибудь участвовал в подобных конкурсах? Я участвовал, да, участвовал именно в конкурсе «Татарский джигит». Но я участвовал не в городе Казани, а в городе Ульяновске, где я родился. Вот. И победил в номинации «Самый талантливый татарский джигит». Ничего себе, слушай, ну, сегодня аж я как-то начинаю комплексовать в этой студии. Да ладно. Вот скажи, это был первый конкурс, собираетесь продолжать и сколько ждет участниц? Это был первый конкурс, но мы надеемся, что это был такой достойный старт в этом году, что в последующие годы он будет проводиться более масштабнее, участниц будет все больше. И, конечно, мы нацелены на это. Какие призы получают победители? У нас на конкурсе были очень хорошие спонсоры. К сожалению, сейчас не могу их всех перечислить, потому что программы нет под рукой. Вот. Но очень достойные были подарки. Это были ноутбуки, электронные книги. То, что пригодится всегда нашим девушкам. Расскажи, как ты давно сам занимаешься музыкой? Музыка меня связывала с самого детства. Причем с самого детства не только даже музыка, а все, что связано со сценой. Детский сад, школа, все это время я находился на сцене. И родители уже тогда знали, что я буду на сцене. Несмотря на то, что я еще молод, я для себя очень много уже опыта набрался. А у тебя в семье есть мама, папа, может, кто-то занимается музыкой? Никто не поет. Иногда Вообще у меня мама иногда шутит вообще, что тебя как будто бы в родильном доме подменили. Вот. Рамиль, вот современные люди, да, часто не проявляют интереса к народной культуре, традициям. Вот как ты считаешь, почему так происходит? Особенно в последнее время это очень важно. Проявлять внимание к своим корням, к своей культуре. Я вот, проживая в Республике Татарстан, особо это понял, потому что я татар, и очень много молодежи сейчас находится в таком состоянии, что они не понимают, кто они есть, свою культуру, не знают языка очень многие. А для сохранения своей культуры это очень важно, вот именно на сегодняшний момент. И именно «Татар-КЗ» конкурс
дает такую возможность сохранить свои традиции на территории Республики Казахстан. И не только для сохранения своих традиций, а укрепления дружественных отношений. А вот как ты думаешь, кто должен прививать интерес к истории, фольклору, традициям, школа, детский сад, родители? Кто вообще? Вот мы, если говорим о молодежи сегодняшней. Во-первых, это молодежь сама должна в первую очередь осознавать. Если такой точки зрения нет, это зависит от всех. Кто бы ни оказывал влияние на человека, ну, опять-таки повторюсь, человек сам должен это осознавать. И это приходит со временем. Особенно, когда уезжаешь в другую страну, в другой город, когда ты уже отдален от своей культуры, ты больше понимаешь, что ты больше понимаешь и осознаешь свою культуру. А тебя кто-то из знакомых когда-нибудь отговаривал, Рамиль, вот ты занимаешься неправильным делом, почему ты не юрист, да, почему ты не адвокат, почему ты не нефтяник, а почему ты выбрал именно петь на эстраде? Как сказать? Во-первых... Были такие случаи? Были такие случаи, да. Как я говорил уже, у меня в семье никто музыкой не занимается вот так профессионально. И кроме мамы, отец тоже в некоторой степени думал, что я должен был по какой-то, может быть, как мужчина, должен по какой-то другой области идти. И тоже вообще музыка такая, честно говоря, особенно эстрада, очень опасная профессия, потому что, заканчивая учебное заведение, очень многие не могут, может, найти себе такую работу, где можно получать деньги, да, достойно зарабатывать деньги или осуществлять свои мечты на сцене, потому что у нас на сегодняшний день эстрада у нас забита, как и везде, в принципе. Идет большая борьба за популяризацию своего имени. Но у меня, слава богу, с этим как-то идет все своим чередом, все шаг за шагом, не торопясь, я исполняю, реализую все свои планы творческие. Рамиль, удачи тебе, успехов и приезжай почаще. Спасибо большое вам. Спасибо, что пригласили.